І за тобою стяжні биті, твою присутность дай мне души моей, с тобою быть хочу, Господи мой. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. А называем Подчас этой святой мши молюся за оружие руженцов, а так само во всех тех интенциях, каких они молятся. Дорогие братья и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, как освятил в эту воду, якой мы будем окроплены на вспомин нашего Христу. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли в сакраменте Христу. Всемогутний вічний Боже, Ти пожадав как раз воду, яка з'являється криницею життя і служить для очищення води, очищеної так само нашої душі, і отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у Твой день, Пане, и оборони нас от всякого зла, якое погрожает души и телу, как мы могли чистым сердцем наблизиться до Тебе и отримать Твое избавление праз Христа, Пана нашего. Станеться в явучного скрещення, щиро усього приймаю. Ладно сповнять Бога на наставленні, вірності быть жадаю. Богу подяку вознесем, кричаю нас у Божий дом, зимить за всюди правду. Ворога злого, якого загади, я обяцала двинуть. Гнев і гординя розколоши влади, треба ця жартою скинуть. Я поздравляю справліків, бо страх і муки тільки в їх лічуть до вічної смерті. Нехай всемогутний Бог очистить нас от грехов и праз это Христичных наручениц нас годными брать удел у небесной гостини Его володарства, праз Христа Пана нашего. Аллилуйя Богу! А на землі супокой, людям доброй волі, хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, як Тебя речна сяде, грехи и свету, змилуйся над нами, як Тебя речна сяде, грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь правую Зайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наша, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым уклоне, Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты праз принижение Твоего Сына поднял падлое человечество.
одари своих верных святою радостью, и учеников вызволения с неволи грехуя, они досягнули вечного счастья. Проспада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живи и владарит в едности Духа Святого, раскрыть Бог прозуще веки вечные. Аминь. Читання книги пророка Захарії. Так каже Пан: «Радуйся моцна, дочка Сиона, веселися, дочка Єрусалима. Вось король твой іде до тебе, справедливий і збавчий, покорний, який їде на осле, на осляняті, дитяті ослиці. І знищу колясниці з Ефраїма, і коні з Єрусалима, і зламаний буде бойовий лук, і он обвестить народом мир. И володарство ягоное будет от мора до мора, и от раки аж до краев земли». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду Тебе славить, Бог и володар мой. Буду Тебе славить, Бог и володар мой. Буду звеличивать Тебе, Бог и володар мой, и благословлять имя Твое на веки. Кожный день благословлять Тебе буду, и восхвалять имя Твое на веки вечные. Буду Тебе славить, Бог и володар мой. Он милосердный и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый. Он добрый для всех, и милосердность Его над всеми створениями Ягоными. Буду Тебе славить, Бог и володар мой. Нехай спевают Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедаюсь про славу Твоего володарства, и могутность Твою обвещаю. Буду Тебе славить, Бог и володар мой. Он верный во всех своих словах, и святый во всех своих справах. Он подтрымливает всех, кто падает, и поднимая всех пригнеченных. Буду Тебе славить, Бог и володар мой. Читание послания святого апостола Павла Римлянам. Браты, вы не у теле, але у духу, коли Дух Божий живе у вас. Коли ж кто не має Христового Духа, то не належить Ему. Коли Дух того, кто воскресил Христа с мертвых, живе у вас, так той, кто воскресил Христа с мертвых, оживить и ваше смиренное тело, раз Духа Своего, яке живе у вас. Тому, браты, мы не должники тела, как жить поводле тела. Бо коли живете поводле тела, то помрете, коли забиваете духа учинками телесными. Жить будете. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословенный Ты, Отче
Духом Твоим. Читание Святого Евангелия по Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, отказываючи, Иисус сказал: «Прославляю Тебе, Отче, Пан неба и земли, что Ты сковал это от мудрых и разумных и открыл это детям. Так, Отче, вот такая была Твоя добрая воля. Все передадено мне Отцом моим, и никто не ведая Сына опроч Отца, и никто не ведая Отца опроч Сына и того, кому Сын захочет открыть. Прийдите до меня все спрацованные и обтяжанные, и я супокою вам. Возьмите ярмо мое на себе и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем, и знойдете спокой для душаў ваших, бо ярмо мое любая, а тяжар мой легкий». Гэта слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Сегодня заклик такий вакаційний, летний, как мы почивали: «Придите все спрацованные и обтяжанные, и отпочните». Трошки отдохните. Ну, мы сегодня приходим сюда, как так само трошки отпочить. От гэтага свету, які нам прапануе шмат розных справ, може так само і розных рэчаў, якія дзесьці нас загубляюць, але таксама даюць нам надзею, можа нас узмацняюць, можа нас будуюць. І Пан Jesús захвочвае, каб мы таксама ад усяго гэтага адпачылі. А дзе можам знайсці найлепшы адпачынак, найлепшую асалоду, як не у Христе. І Ён сёння нас сюда запрашае. А в які спосіб з гэтага скарыстаць? Што зрабіць? Трэба адчыніць першае чытанне пророка Захарія, который скажа, чаго нам бракуе для сапраўднага адпачынку. «Радуйся моцно, дочка Сиона». Радуйся. Но мы-то можем обрадоваться кому-то и счастье, когда он все смеялся. О, наконец-то вот сапраўдная радость. А здесь по-сапраўднаму умеем радоваться, не? По-сапраўднаму радоваться. И нас этой радости сегодня заахвочвае касцёл. Чаму у чым гэтая радасць мае праявіцца? А ў тым, што я, напрыклад, з'яўляюся хрысціянінам. Я з гэтага поводу радуюся. Я сегодня обрадовался с раницы, когда устал, наконец неделя, и треба ісці на святую душу. І знов на іншу. Треба ісці, бо а може і ні. Ну, все йдуть, і я пойду, а не, що батьки скажуть, не примушають. Ну, та треба ісці, ну, пойду, ну, я всі пойду. Ну, але чи я сапраўды маю радость? Чи я радий по-сапраўдному як христианин? Вы видите, у Старого Заповедь, когда мы ладно будем читать, все пророки, все люди, которые шукали Бога, они тосковали. Чи их тоска была чимось подперта? Да, не имели надеи. Чекали на эту надею на Христа, на обещание, что это обещание прийдет и люди. Как там кто-то типа обещает, мы долго чекали. День-два, на третий выходим на все. Не интересует этот человек, его не обещание. Ах, Бог пообещал, и народ выбранный победит, сколько чекал. Сколько чекал прикладом такого пообещания и ведь Авраам. Все чекает, никто не приходит. А Бог сказал, что где у нащадков где так шмат, что зарядить весь себе. Авраам чекал, но не дочекався. Одного сына я не помню. Ну, але обещание, але дочекався. И мы так само не умеем радоваться. Наша радость, что нам радость напоминает? Например, купил великий телевизор, теперь идет чемпионат мира мундиаль по футболу, включил телевизор, это великий, там великий мяч, великие люди бегают, посмотрите, какой великий камень. И радость глядеть нет. А когда пришел только сранец, включил телебачение, включая Беларусь 5, там как ничего не может с белой. А футбол, это белый. И на интернете не может. Та на що я купляв эту телевизор? Вже немає радості. На що я купляв эту гроші вивалив, а тут нічого не показує, нікого сигналу, сюди не проходить, нікого образа не показують, нічого не мог полетіти. Руку викинув гроші. Радость була і вже нема. А і була принадчиться, що возранці встав, може показувати. Ні, і знову нема. Або купив хтось новий автомобіль, стає зранці, так надежить, стоїть, я ще не украли, дякую Богу. Ой, це що, потекла, бабу, що не украли автомобіль мой. Уже є радость якась.
Але чи так по-справді ми маємо ту радість? Зранку встав, взяв щотку з одною, пасту гляжу листек. О, дякую Богу, встав сьогодні навіть не було. Ні дрande викляжу, ні дрande викляжу, а це вчорашня дня. О, це так само радість візита. Або чи що думаю, дякую, пані, що ти є, що ти прийшов, що сьогодні неділю дав мені, що я можу сьогодні ще раз прийти і зустрітися туди, о святині, з тобою, у сакраментах. Дякую за те, що дав сакрамент, щоб поєднатися. І чище зуби і думаю, о, дякую, що є святий, а святий хреститель є мій заступник. Дякую тебе, пані, що я є. І він тільки за мною ззаді стоїть. Так само зуби собі щиткує, я привожу мені мішати сьогоднішній, що ми казали. Ну, это серьезно. Ну, это радость, да я радость творит. Мы так само маем такую радость иметь у этого житті, бо ми часто працював з голоду, особливо в Сталевій Волі, потім в Курську, робив якісь там две такие молитовные, чували перед святейшим сакраментом, там розные, их песни про Кришну спевали, так аж сердце держало, аж в воздуху было чувать, что Христос крыжом идет. А эти песни про радость, все равно есть Христос крыжом идет, хоть он здоровый полстал, все равно с крыжом идет. Если вы только обрадоваться в этой песне, то поглядите, как вы это, хвала на вышинях, там кланяетесь, и вы кланяетесь, але все равно кланяетесь. Ну, хочет тело так само показать, что мы кланяемся тобі. Ну, але якісь способи співаємо радісні пісні, радісно нам так собі. Але такі, як, так все пробіжало, серце, аж постукало в другу сторону, ми чули, Бог задає приблизився, Бог прийшов в годині щастя. Ну ні, Бог, брати і сестри, приходить у щастя так само. Так ми про це маємо пам'ятати, як все так вилітає з нашої голови то, що Бог не з'являється Богом святкуючих людей. Але Бог з'являється людей усіх, які переживають смуток, але особливий спосіб Бог з'являється Богом людей, яким хоче дати надію, яку надію дає. Чи ми маємо таку надію, бо вона дасть нам справжню радість. Але щоб ця радість відбулася, ну, то треба вміти прийняти, ким я є таким. Тепер я був на реколекціях у Польщі, там, своїх знайомих, тривали 6 днів. Ну, я виїхав в п'ятницю, бо треба було на межі трошки нас затримали, стояли там 9 годин. Ну, и не так трендно, я так скажу, 9 годин не так много. Ну, и там законник, отец, и нам жил в реколекции, там часу там какие-то анекдотики рассказал, я там аж заходим, сейчас слезы текли, что на меня глядели, смеялись, не знаю, кто-то. А тебе не, я смеюсь. Потом нормально смеюсь, там, и там вперед, только там смеяться, что я не поразил, я смеюсь, могу. Но нет, ну, такая, смеешься, смеешься. Бог тебя обдаровил такой радостью, ты так смеялся, вот ты смеешься. Можешь показывать, хочешь показать, что ты кто-то другие такие мы так покликали, поглядите, какое там, где не часто такие веселья, там, шлюбу давал, у Польщи, шмат там было, так пригожа, молодая, такая пригожая, ну, мало ли, там, пиджачок, там, нормально тут, а молодая такая пригожая, такие шпильки такие, каблуки на таких высоких этих, ну, эти называются абстакции, похожие на шпилька, и идут это, женщины приодетые, девчата так само прически, и все, поважно, постойно заховывают, так требуют, все мужчины, а тут эти вот тиснуть, сукенка, тоже не дыхай, как не лопнулась, а не смеюсь, я прохожу снова, я не добре, говорю, так не вас тут видите. Радость себе там дребежит все дребежит все. Страшно, как сломился спикер, что это был кульгак на этом веселье, короче, что рано, что очень по великому, а можно было кульгак, еще куда-то стык маленькую, но таких способ. Но там и дома. Але это такая радость, высокая радость. Мы маем учиться этой заправной радости. И от этой радости как быть самим собой, Потому что треба быть достойно и пригожа. Ну, кое-что будет раз выглядеть достойно. Поглядите, что достойный человек выглядит, скорее просто конъюнктурнее жить. Достойный, поважный, полагается, это такая бабця жить тут достойный, мы все так смуткуем, наверное, глаз открываем, во время класса. И просто бы развалилось это, мы все бы разошли по сторонам, что бабця струны морозила за нас, как видел, конечно, пробачьте нас. Ну, поважность была, и надо на 10 пропала. Ну, и таких способов. Ну, а не радость, ну, собранная. И до чего-то говорю, у нас Христос запрошує, как мы радовались из того, что мы являемся христианами. А не только это принять, то мы повинны зрозуміти эти наступные слова. Веселичная дочка Єрусалим, вот король твой идет до тебе, справедливый и збавчий,
покорnym, який їде на ослі. На осляниці дитяті осляться. На осле. Ну, христианство так идет на осле. Это, кажется, что вот только человек покорный умеет себе осляться. Только покорный. Это как один святар. Знаю, я поехал в Италию. Мы там, конечно, в Италию хотел там грешок отправить, так само для людей. Там научился знал, язык итальянский, его не уживаешь, там тяжко. Ну, там как тренировался, как ты учишься, то и нормально отправить, ну и выходит там как. На сам початок в ім'я Отця і Сина і Духа Святого, Аман, там, ну і там по-итальянську, там, как «Инсерьора сия конвой». Он замість сказав «Чина». І сказав замість того, нехай пан буде з вами, сказав, нехай пан Єсус їде з вами на лижах. Там ще, діти ще сказали з Духом твоїм, але все так сміялись, попадали на животи. Я стоял и думал, что такое сталося. А потом говорит, пришли за Христу, я ему сказал, что сказал. И пан с вами, нехай пан Єсус едет с вами на лыжах, и сказали, и с Духом твоим подумал, ага, ну так, полулета, там, як там забыть. Мы зрозуміли, що усі сміялися. Ми самі так реактивно себе и пробуем зрозуміти, який це спосіб. А мы забываемся, что это наша радость, она справді виникает з нашої покори. Християнство такое покорное. Коли будем радоваться у покоры сердца, не только им гнется за тем, что свет пропадает, а свет пропадает цікавые речи, а так само за тем, что уже має 2000 годов за християнством, за Христом. И он неизменный. И он завжди такий самий. И он не хочет измениться. Потому что он допасався на кожного з нас у простоті. Ні в якісь речах узносливих. Бо як узносливе було, я думаю, тут було б більше інтелігенції сиділа. Бо тут щось важне відбувалося. Кожен хотів прийти, поглядеть, научиться этой важности в житті. Але коли тут все, что такое звичайне, як людей піднімає, критиків піднімає, споживає эту оплатку, и говорю, что это тело Христа, ну и для меня не могу это разуметь. Якщо не такое узносливе було, тогда я хотел. Тогда я хотел разуметь. Брынуть не буду никого. Такая коллективная тенденция, яка учуся. Сказати, чим наймудрее. Важно, що вже сказав мудро, що я сам не розумію, але сказати, чим наймудрее, як все там не ахнули йохнули. Чи ахнули йохнули і подумали, а не про що я сказав, важно. Ах, ох. Часами можна було зустріти такі святровики, так само ходили, казати говорили. Як я некілька разів їх послухав, сказав, а ніколи в житті не думаю. Держи не понеможе. Какими-то мудрыми словами, как никто не разумел, что там, да, Боже, теологично, взносно, философично. А никто из этого не разумел, что такое. Некоторые так 5 человек знали теологию, вышли, покивали головами, сказали, добро было. А вообще остальные сказали, наконец-то добро было, все остальные ничего не верили. Просим за это, братья и сестры, как и мы в нашем житии умели привести до Христа, ми сьогодні говоримо, привести мені всі спрацьовані обтяжання, і я супокою вас. Как мы могли взять все наши справы, сегодня оставить тут перед алтарем и вернуться и сознать этого соправного супокою, який Христос хоче дати, бо Він з'являється понад усі речі земські. Как мы могли оторвать свой позирк от того, что везде дає нам якусь часовую радость. А могли подякувати сьогодні Богу за те, що сьогодні і знову нам Бог дав здоров'я, час, ласку, что мы сегодня пришли. Так, мы уже себе наставляли. Это зависит от нашего наставления вельми часто. В який способ мы будем это понимать. Пока я себе наставлю, або накручу на щось, то я вельми часто чекаю. Когда это не отбывается, там это уже не отбывается. Молодая девушка такая, Марла, что пойду завтра в храм, куплю такую зеленую пригожую сукину. Такую зеленую пригожую. Ну, пришел, наступный день пошла в храму, приходит сукенка есть, такая самая. Коля мне говорит, вот да, этой менеджерки, это ласка зеленую сукенку. А она говорит, менеджерка, у нас нема зеленого кольору такой сукенки. А я говорю, як то нема? Я ж бачила, що вона є. Учора у Марахтунака бачила, що вона є. Я бачила, як її обранає і її приноситься. І вже конець дня, вже конець радості. Не, радость була, коли йшла в храм, ось зелена сукенка, була пригожа, але кольору не було. Все було такое саме, кольору не було трошки. Ну и конец дня, конец радости, конец всего. Часто, как мы себе наставляли,
толькі для добрых рэчаў. І сапраўды, спадзяючыся на гэтыя добрыя рэчы, яны сапраўды нам давалі надзею. Не на тое, не на фікцыю якуюсьці. Бо фікцыя нам сёння не дапаможа, фікцыя нас толькі засмуціць і забярэ ў нас сапраўдную радасць. Але каб мы дзесьці не лёталі у аблоках, сёння чорныя такія, але каб мы дзесьці вступалі цвёрда па гэтай зямле і сазналі, што сапраўдную радасць і супакой мы не атрымаем, але ў жыцці вечным. Дякуємо на Бога і за всемогутнього Створителя неба и земли, всякого важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, наруженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Бога все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего спасения, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похвален, и на третий день воскрес, погоды Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померных, и яко благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. А Бога і щодра добре нас своїми дарами скеруємо наші молитви за всіх біскупів, які працювали на користь евангелізації світу Святоші. Вислухай нас, За Пане. тих, хто присвятив своє життя обвященню доброї новини, как вони могли убачить плен своей праці і наповнилися Божою радостью Тебе, Выслухай нас, Пане. за молодые служенства, как они клопотилися об развитии веры и згодно с ёю уладковывали свое життя Тебе, Выслухай нас, Пане. за людей, розчарованих життєвими неудачами, як вони сподівалися не тільки на власні сили, але й на допомогу Пана Бога Тебе. Выслухай нас, Пане. За Ружу Руженцова, так само всіх тих інтенців, яких вони моляться Тебе. Выслухай нас, За Пане. нас тут собранных, как умели распознать Божию волю и с радостью ее виконували Тебе. Выслухай нас, Пане. Божа крылица життя и святости, выслухай наши просьбы и учини, как мы обновленные эмоции Твоей ласки могли верно Тебе служить праз Христа, Пана нашего. Аминь. Божа нашого Отча, просим прийми, де ти вино наші дари, льотом праці рук людських і кладиться ти. Божа нашого Отча, просим прийми, Божа нашого Отча, просим прийми. Божа нашого Отча, просим прийми, все, що ми от Тебе маємо у житті, нашую радость, красу и любовь. Божа нашого Отча, просим прийми, Божа нашого Отча, просим прийми. Молитесь, как мою и вашу здраву, Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв вяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, нехай нас очистить от вяри, якою ми Тебе складали, і нехай зняв
Твой день веде нас до життя, що чекає нас у небі, раз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з духом твоїм. Укором серцеві. Узносим на Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Godna i sprawiedliwa. Zaprawdę godna wielka i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Jak my zawsiody wsiody Tobie składali podzięku. Panie święty Ojcze, wszechmogący wieczny Boże, wraz Chrysta Pana naszego. Bojąc litości dla grzesznego człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją moką na krzyży wyzwolił nas od wiecznej śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami, ze wszystkimi świętymi my obwieszczajem Twoją chwałę. Razem z nimi uspikajuczy. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Осанна на вышинях. Zaprawdę Boża Ty święty, krynica usiadaka i świętości, tam jedności z усім Kościołem u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskros i spasał na apostola Ducha Świętego, wraz Chrysta prosi Ciebie usiema Boża. A święci, jakie dary dla Twojego Ducha Twojego, jak kiedy stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I on, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, udział chleb i podzięku Tobie składający, złamał i rozdawał swoim uczniom każąc: Wierzycie i jeszcze zrytawał się, bo to jest ciało moje, jako je za was będzie wydana. Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom każąc: Wierzycie i picie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zawietu, jaka za was i za mnogich będzie prolita w dziele odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего приступания. Wspominając śmierci, związku i powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi, stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorno молим Ciebie, aby всех нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костюм Твой розширений по всім світі, удосконали его в любові разом з Папом нашим Львом, Біскупом нашим Юзефом і всім духовенством. Пам'ятай, так само про братов і сестер наших, які апостолів надії на воскрешення, і про всіх, хто в ласці Твоєї дійшов з этого світу і дозволив їм убачити світло обличчя Твоєго. Prosím Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, aby my zasłużyli udział w życiu wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panną Maryją,
ze świętym Józefem i Jewrannikiem, świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, Janem, Pawłem, drugim siostrą Faustyną, błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem i усіми świętymi, jakie z praw wieku podawali się Tobie, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, раз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Tobie Boża Ojca Всемогутny, u jedności Ducha Świętego, usiałaszała na niej chwała, razu się, jaki wieczny ja. Молимся на Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос, Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земли. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам пробеды наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, слав нас, а всякого слова, дай ласкаво успокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были замщены вольны от греху, и захованы до всякого неспокою, чаками исполнения счастливой надежды, и прища спасения нашего Иисуса Христа. Вот Твое богатство, и милость, и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, а не на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Amen. Pokój Pański, niechaj zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Передайте ближнему знак супокою. Ранку Божий, як віриш на себе, так і світу, змилуйся над нами. Ранку Божий, як віриш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний я на вечеру Ягодою. Пане, я не вартий, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Панна пора наша, свету благодать, сегодня верным слугам он приносит дар. Утаенный в хлебе отдается весть, грешникам избавление, милости даре. Хлеб и вино Богом лучшать нас, у святой коммунии скрытый Бог живый, лечит души даром тела и крови. Звезды языками Божие свято, у правдивым хлебе вечное житье. Хлеб и вино Богом лучшать нас, Пана злоба наша, Пан дарует креп, примем яко сердцем Божий свет зутек. Хоть шляхи тернистый, путь вокусов час, Иисусова тело одержает нас. Хлеб и вино Богом лучшать нас, Иисус ты крыница всякого добра, ясная дорога нашего життя. Освяти наш розум, сердце запали, нас твоей опекой, Иисус одари. Хлеб и вино с Богом лучшать нас, будем у покоры литости просить. Бог наш милосердный нам благословит. Пресвятую совесть сердца очищать, тело дая птицу, годно споживать. Хлеб и вино с Богом лучшать нас. Прими подяку, наш Боже Отче, о благодару могутный в небе. Ты нас покликал до веры. Прими подяку, наш Боже Отче, о благодару могутный в небе. Ты нас любить научаешь. Прими подяку, наш Боже Отче, о благодару могутный в небе. За дар святое Евхаристии. Прими подяку, наш Боже Отче, о благодару могутный в небе. Молимся. Умацованные такими великими дарами просим Тя, Внимание. Учеников мы отримали славенные ласки, и неспынно Тебе прославляли, раз Христа Пана нашего. Аминь. Objawy duszpasterskie 6 lipnia u poniedziałek
pamięć świętej Marii Garetti, 8. pamięć świętego Jana Zdrójki, świętera, 11 sobotu święta Benedykta, abata, opiekuna Europy. Wraz z lata świętej mszy dziecięcej 12 godziny ma. Na tym tygodniu przypadaje pierwszy autorek miesiąca, dzień modlitwą wraz z zastupnictwa świętego Archanioła Michała. Tak samo każdy pierwszy autorek miesiąca u 18:20 zbierające mszczyny kap modlitwę świętym różańcem. Każdy dzień w naszej kaplicy trwa adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie. Z 27 po 30 lipnia 2026 года у Вівенце пройде архівізіальне парафіята зросної групи А 11-12, Б13-14, С 15-16 годов. Больше подробная информация находится на дошке объяв, театральные конкурсы, постановы песни, малюнки, библия, спортивные споборниства, бег, эстафета, настольный теннис, мини-футбол. Записываться можно у закресты до 10 липня. Каждый день в нашей каплице триває адорація. Дякую великі за ахвяри на будову святині, спільну індивідуальну молитву, за прибирання каплиці, так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на таким тижні святкує дні народження, іменини, ювілеї, хто чекає народжень дітей, з добродіїв, оператавців нашої парафії, а так само нових добродіїв будівництва санктуарія Божої милосердності за нас, наручаючи кожного поособку опеці Матері Божої, Твоєї оборони, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсюды. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, что приходите. Примите Божие благословение, нехай вас наполнится правдой и радостью и с упокоем. Пан с вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христа. Дякуємо Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас душ снують по світі. Аминь. Вітай Закамора, Маті скавці Бога, Панна найчистіша, брама неба добра. Ти, що приймала слова Гавриеля, у Мацу спокої